Состоялся телефонный разговор уважаемого Эмомали Рахмона с премьер-министром Республики Армения, председателем Совета коллективной безопасности, Организации договора коллективной безопасности уважаемым Николом Пашиняном. В ходе беседы Никол Пашинян проинформировал нашего главу государства об официальном обращении члена Совета коллективной безопасности ОДКБ, президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об оказании государствами членами организации помощи в нейтрализации возникшей в стране угрозы. Наш глава государства заявил о готовности Республики Таджикистан участвовать в миротворческих механизмах ОДКБ в соответствии со своими союзническими обязательствами. 6 января состоялся телефонный разговор уважаемого Эмомали Рахмона с президентом Республики Узбекистан уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых в двустороннем формате, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повесток. Лидеры двух государств обсудили складывающуюся обстановку в Республике Казахстан и выразили надежду, что в кратчайшие сроки будет восстановлено спокойствие и правопорядок. Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев подчеркнули свою готовность к укреплению взаимодействия, направленного на обеспечение регионального мира, безопасности и стабильности. 6 января по инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор уважаемого Эмомали Рахмона с президентом Республики Казахстан уважаемым Касымом-Жомартом Токаевым. Глава Казахстана проинформировал своего таджикского коллегу о ситуации в стране и мерах, предпринимаемых руководством по ее нормализации. Уважаемый Эмомали Рахмон поддержал усилия казахстанского руководства и выразил надежду, что путем диалога удастся восстановить стабильность и правопорядок. Наш глава государства заявил также о готовности республики участвовать в миротворческих механизмах ОДКБ в соответствии со своими союзническими обязательствами. Премьер-министр страны Кухи Расулзода встретился с послом Республики Беларусь в Республике Таджикистан Виктором Данисенко. Было подчеркнуто, что товарооборот между Таджикистаном и Беларусью за первые 9 месяцев 2021 года составил около 30 миллионов долларов США. В ходе встречи стороны также выразили заинтересованность за обсуждение важных направлений двустороннего сотрудничества в сферах экономики и торговли, сельского хозяйства, промышленности, привлечения инвестиций, создания совместных предприятий и производственных мощностей. В результате реализации программы стратегий, принятых правительством страны, уровень и качество благосостояния населения республики приобрел иной имидж. Следует отметить, что в очередном послании уважаемого Эмомали Рахмона парламенту страны от 21 декабря 2021 года подчеркивается важность роли социальной защиты в экономическом развитии, политической стабильности и благосостояния уровня жизни народа. Своевременное решение социальных проблем и создание условий для достойной жизни народа, в том числе путем систематического создания новых рабочих мест, увеличения объема доходов населения, повышение заработной платы работников, пенсий и стипендий является одним из важнейших задач в этом периоде. С учетом этого и с целью повышения социального уровня населения в послании было сказано, что с 1 января 2022 года повысить действующую заработную плату военных служащих, работников правоохранительных органов на 25% и других работников этих органов на 20%. С 1 июля 2022 года повысить заработную плату работников органов власти и государственного управления, учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, учреждений сферы социальной защиты и других бюджетных организаций и учреждений, а также стипендию студентов и других видов стипендий на 20%. Минимальный размер заработной платы с 1 июня 2022 года повысится на 50% и доведется на уровне 600 самани. Все эти усилия правительства страны прежде всего направлены на улучшение материального положения населения, государственную поддержку детей, оставшиеся без родительской теплоты и заботы, ветеранов труда и улучшение их доступа к различным государственным услугам. Согласно научным данным, в Центральной Азии температура воздуха постепенно растет, что заметно влияет на падение почвы и плодородие сельскохозяйственных культур. Процесс засухи почвы заставляет ученых сосредоточиться на адаптации сельскохозяйственной продукции к этим естественным изменениям. Нужно отметить, что в результате интенсивного потепления сельскохозяйственный сектор понес значительный ущерб. Снизился производительность растений от 30% и урожайность зерна до 20%. Наша независимая страна богата водными
водными ресурсами, и эти ресурсы образуются главным образом от талых вод ледников и атмосферных осадков. Всего в ледниках республики сосредоточено до 500 кубических километров воды. Принимая все эти глобальные вопросы, касающиеся водных ресурсов, уважаемый Эмомали Рахмон провозгласил декларацию Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Нужно отметить, что в начале 21 века наша Вселенная 6 миллиардами населения столкнулась с глобальным кризисом. Это нехватка чистой питьевой воды. По данным Организации Объединенных Наций и других международных организаций, эта ситуация становится все более сложной на Земле. На протяжении всей истории человечества все люди зависят от доступа к чистой питьевой воде. Именно вода является одним из основных экономических стандартов отдельных регионов и большинства стран мира. В этом процессе основной целью научно-исследовательского центра по изучению ледников Академии наук Республики Таджикистан является исследование непрерывного мониторинга ледников и других источников водных ресурсов в стране. Внедрение деятельности Центра изучения ледников является прямым свидетельством того, что ледники являются основными источниками водных ресурсов, а их исследование и мониторинг имеют особое значение не только для страны, но и для стран международного значения. В целях улучшения состояния инфраструктуры села Балхоб Муминабадского района Хатлунской области было реализовано 56 пунктов плана работ по благоустройству. Согласно отчету об экономическом и социальном благополучии, благодаря строительству новых объектов имидж села был кардинально изменен. В частности, были восстановлены 11 километров дорог с твердым покрытием, 2 километра пастбищ, 2 села были обеспечены бесперебойной подачей питьевой воды, также были отремонтированы 3 подстанции и построены 6 новых учебных заведений. По словам местной администрации, работы на данный момент продолжаются. Их завершение не только укрепит инфраструктуру села, но и поможет улучшить уровень жизни жителей. Официальное внесение Фалак в Всемирный список культурного наследия человечества было объявлено 15 декабря 2021 года на 16-й сессии Межгосударственного комитета по нематериальному культурному наследию, прошедшей в формате онлайн в Париже. Номинация республики отвечала всем 5 критериям Конвенции об охране нематериального культурного наследия. Было отмечено, что эта инициатива является одним из важных достижений для защиты и популяризации наследия предков, представления народного творчества, богатой и старинной культуры таджикского народа на международной арене. Фалак – это традиционная музыка нашего народа, которая столетиями являлась выразителем душевной боли, желаний и чаяния. Фалаки используются в основном двустишья и рубаи. Напомним, что уже несколько памятников из Таджикистана, относящихся к нематериальному культурному наследию таджикского народа, включены в список ЮНЕСКО. Это классическая музыка шашмаком, праздник Навруз, искусство вышивания узоров чакан, таджикское национальное блюдо оши-палав и искусство миниатюры и жанр фалак. Вода – жизненно необходимый ресурс. Доступ к воде является правом человека. Водные ресурсы имеют решающее значение для устойчивого развития и ликвидации проблем. Между водными ресурсами, энергетикой, продовольственной безопасностью и питанием существует неразрывная связь. Водные ресурсы абсолютно необходимы для развития людских ресурсов и обеспечения здоровья и благополучия людей и имеют жизненно важное значение для достижения цели в области устойчивого развития и других соответствующих целей в социально-экологической и экономических областях. Инициатива, основанная уважаемым Эмомали Рахмоном о Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, увеличила потенциал нашей страны на международной арене, подчеркивая тем самым, что таджикская нация является неизменным во всем в мире. В данном контексте ответственные лица Вахшского района для обеспечения местного населения чистой питьевой водой предпринимают конкретные меры. По словам ответственных лиц, данная инициатива прежде всего направлена на обеспечение населения чистой питьевой водой и тем самым предостережение от различных инфекционных заболеваний. Правительство нашей страны уделяет постоянное внимание повышению интеллектуального уровня молодежи, созданию благоприятных условий для развития творческого потенциала, почитанию и сохранению лучших традиций и ремесел, помощи в выборе профессии и поощрению здорового образа жизни. В данном контексте за последний год был реализован ряд стимулов для молодежи и спортсменов. В знак признания роли и заслуг молодежи в обществе, мужества и доблести, защиты рубежей национальной и государственной безопасности была учреждена Национальная молодежная
молодежная премия «Храбрость и отвага». И в этом году из 42 претендентов 12 лучших были определены компетентной комиссией и награждены в торжественной обстановке. На церемонии награждения также были определены победители из Комитета по делам молодежи и спорту при правительстве Республики Таджикистан в области литературы, искусства, журналистики, архитектуры, компьютерного программирования, инженерии, технологий, инноваций, возрождения народных промыслов и многое другое. Напомним, что правительство страны уделяет особое внимание молодому поколению и развитию спорта. Ежегодно современными методами эффективно принимаются меры по подготовке профессиональных спортсменов.